здесь включу, чтобы вопросы можно было читать. Ивана чували свет даях. Да, даях удавало там. Так, пунктуальность должна быть, а уже лезь будешь. Так, как слышно, как видно. Опа. Так, эфир Юлия Шумова. Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Сегодня я на выезде, сегодня в Вене, в Австрии, вот у своих друзей, у своих братьев. Поэтому на 5 минут опоздал, на 7 практически. Так что теперь сегодня мы будем вместе общаться, разговаривать с вами, представлять. Это Хусейн Исханов, вы его знаете. Это Альви, это Ибраим, это наши братья. Сегодня будем общаться. Задавайте вопросы, кому пожелаете, о чем хотите. Темы можно обсуждать любые. Так что начнем, господа хорошие. Так, сейчас я буду отсюда зачитывать ваши вопросы. Салам Ашал, Думаса, как это? Шумасак, салам, лошадь. Салам Ашал. Да, Машхуль, алейкум салам, Масарга, Машхуль, всех приветствую, лунный свет. Да, доброго времени суток. Сегодня мы поговорим на разные темы, в том числе о предстоящем митинге 8 июня в Берлине. Ну и будем отвечать на ваши вопросы. Ва алейкум салам, всем ва алейкум салам, всех приветствую. Машал хиль масайга. Так, ассаламу алейкум, мара маш довершу. Так, аслан машалу масайга, аслан Хусейн Воузит. Воузитан только что гар Альвиву, гар Ибраиму. Может вы вежливу, война остыбу. Лишь бы электричество не пропало, говорит Гена Смык. Гроза в Украине, в Житомире. Ну, все будет хорошо. Если что, можно будет увидеть в записи. Так что ждем ваших вопросов. Все, салам аштулуш. Ва алейкум салам. Хусейн салам ашал. Ва алейкум салам. Салам ашал. Я приверженцы Ичкерии. Вы приверженцы Ичкерии? Мой первый вопрос спрашивает Хусейн. Мы готовы отвечать по всей строгости закона. Не только приверженцы, но Хусейн стоит можно сказать, у истоков нашей государственности, защиты нашей государственности. Человек, который причастен к победе в Первой русско-чеченской войне, внес большую лепту в это дело. Так что всех остальных вы потом тоже узнаете. Рад вас видеть, Вижери. Двое кто по статусу, что ли? Ничего не понял. Так, как вы относитесь, этого мы больше не обсуждаем. Ассаламу алейкум, Ибраим. Нускалу вахайч санмоубу. Война хлопай. Что хлопает, отдал. Да, schon разит рэш, schon гар гайт рэш, да? Камер, Джим Хават. Что-то не слушал, что-то. Да, если отодвинуть камеру, звук будет плохой. Да. Если поставить рядом, будет да, будет обозрение. Не все поместимся в кадр. Репы у нас приличные, поэтому можем все не поместиться. Так. Ибрагима я видел много раз на разных мероприятиях в Австрии, был Бейдер Арчер. На каких мероприятиях, Ибрагим, вы бываете? Можешь что сказать? На всех наших мероприятиях, которые проводите. Но Ибраим, надо сказать, что Ибраим является представителем Чеченской республики Ичкерия в Австрии. Да.
Альвицин, заместитель. Вот он, Да, да. что возле. Можно сказать, посол. Помните, Посол, были? ну, конечно, посол. На посол Ичкерии, если Да. когда дойдет до деоккупации, признания Австрии нашей страны, и, может быть, мы тоже подумаем и признаем Австрию, и тогда у нас будет именоваться посол. Пока Меня представитель... повысили, я твой зам теперь. К тому времени, может, у нас еще будут другие люди. тоже. Кадры боя. Ну, да, ну, я думаю, это скоро произойдет, поэтому мы не будем откладывать долгий ящик. Скоро это вряд ли произойдет. Nutzbar așa bocu, Nutzovs, маш овощи, авергабо. Надежда. Пост нужен для сетей в поддержку вас. Так, это хорошо поддерживать. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Леди 1974. Аслан, если не ты, мы этих лично не знаем этих людей. Бодал, тяга, бешка, ты, юэлой. Амин, да, это вы не знаете. Здесь в Австрии их знают все. Это известные люди. Здесь занимаются активным просвещением, разным донесением информации до всех. Поэтому так-то, в принципе, люди известные. Особенно известный Хусейн, которого очень много кто знает. Так, я тоже хочу быть в Бремени представителем ЧРИ. Это все вопросы к Закаеву, наверное. Ну, вопросы к Закаеву, конечно, несомненно, но в любом случае, если человек достойный, человек надежный, то мы можем тоже на эту тему поговорить, ходатайствовать, да. Потому что в каждом городе, где мы проживаем, в любом городе европейском, мы должны иметь своих представителей, не только в столицах государств, да, в каждом отдельно взятом городе, потому что вот эта сеть, когда будет у нас хорошо налажена, тогда наши дела пойдут намного лучше. Мы можем оперативно информировать друг друга и принимать какие-то срочные меры, если что-то будет там происходить. Да, совершенно верно. Да. Сайфулла чеченский, вот ты слышал сейчас, ты можешь написать мне в личку, пока за тебя будут ходатайствовать Хусейн, значит, у тебя шансы увеличиваются, поэтому пиши мне сюда, мы тебя представим куда надо, и можно будет тогда тебе выдать индульгенцию и, как говорится, пистолет Глок. Шутка. Полномочия. Дубинку и Глок возьмем. Так, вопрос всем. Будет ли усилена работа с народом? Ну, вот это как раз то, чем мы занимаемся вот сейчас, на данный момент. Работаем с народом. Да, да. План по переходу к независимости есть? Ну, конечно, есть план по переходу к независимости. У нас есть очень много планов, которые мы сегодня не можем взять, озвучивать. Есть вещи, которые нужно, но нельзя озвучивать. Есть работа, ведется работа в этом направлении, во всех направлениях, но именно в сторону нашей независимости. И нам надо понимать, что у нас враг очень коварный, да, когда он узнает наши какие-то планы, он обязательно пытается мешать эти планы, противодействовать этим исполнению планов. Да. Поэтому мы должны понимать, что мы не можем все вам там все это рассказывать. Да. Оман Пайли, короче говоря, всегда должна присутствовать. Так, план есть, все имеется. Главное, народ должен подключаться, и на местах тоже должны в качестве, каждый носить свою лепту. Просто надо нам одну вещь понять, да, что все, что мы не делаем вот сегодня, все мы делаем для своего потомства, для наших детей, для наших внуков, которые там завтра, послезавтра или там через 10 лет появятся. Потому что если мы не дадим им нормального какого-то государства, какое-то независимое, что-то такое будущее, да, то они будут в российском рабстве прозябать. Как прозябали мы, наше поколение, там, наши отцы, дедушки и так далее, постоянно вступая поочередно в войны и погибая в этих войнах. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в дальнейшем не было кровопролития, чтобы наши дети, которые мы воспитывали, внуков, чтобы они жили под мирным небом, они боялись ежедневно, когда какой-нибудь
следующий Ельцин напьется, или там следующий Чикатило, Путин появится. Да. Вот он будет дело, что он дышит. Так, да, шунох чигич бальзам на душу, баркал шун братья Аллах, эту вой. Да, рейс вой. Аминь. Аминь. Вся братва из Австрии, у тебя Аслан, салам алейкум. Нет, я у братвы в Австрии. Нас тут еще много. Да, да. Просто все не можем поместиться. Да. Так, Компьютер слишком маленький. да, вчера нас было намного больше, да, поэтому сегодня просто собрались в узком кругу, которые помещаются в кадр. Так, Аллаху Бахца, Бойль, амин, амин. Так, Ибраим Альви, салам ашал душит. Салам ашал. Так, сейчас подождите, чтобы зависено не было. Так, поехали дальше. А это, возможно, было бы неплохо, Сайфулла чеченский чум. Это по поводу представителя времени. Все возможно, Сайфулла, пиши под этим видео есть мой e-mail, пиши туда, ссылка есть. И мы тебя свяжем с Хусейном, пообщаетесь. Конечно, тебя надо будет проверить на детектор лжи обязательно. И только после этого мы возьмем, будем ходатайствовать. Кто-то говорит, Суналу блок. Нет, блок это была шутка. А то сейчас у нас выстроится очередь этих желателей в каждом городе быть представителем Ичкерии. Не хватит блоков. Весь завод придется на вас работать только. Так, Аллах Резхиль, мы увидимся, иншаллах, 8 числа, и там поговорим о сламе. Масай нахуй Аллах Резхиль. Суна есть Бог, да. И, кстати, я по 8 июня хочу тоже сказать, что и мы планируем из Австрии приехать на эту демонстрацию. И кто хочет встретиться, кто хочет там какие-то другие, может, вопросы задать или вообще познакомиться лично, да, есть возможность нам встретиться и обо многом поговорить, какие-то точки над «и» поставить, в общем, это больше, в общем. Да, Сайфулла, вот тоже Хусейн там будет, мы все там будем, здесь будет большая делегация из Австрии, мы так планировали в разных городах, но решили все собраться теперь в Берлине, и 8 числа мы будем, я отдельно еще сделаю анонс по этому поводу, 8 числа мы будем в Берлине все против лжи и депортации, чтобы нас о нас не лгали журналисты и разные пропагандисты, и чтобы не депортировали нас на пытки и смерть в путинскую кровавую Россию. Каждый, кто хочет, чтобы их не депортировали, у кого есть позитив, в том числе у кого есть гражданство, не только чеченцы, все национальности, все, кто болеет за справедливость, обязательно просим вас приехать 8 июня. Не обязательно только чеченцев, обязательно всем, Да. кто сочувствует нашему борьбе нашего народа, не имеет значения никакой национальности, вероисповедания. Любой может прийти нас поддержать, поддержите нас, мы поддержим вас потом. Так, Эдуард Мамедов задонатил. Эдуард, благодарю. Нужно без вопроса задонатил. Гена Смык, нужно не 8 июня говорить, нужно быть готовым, что говорить, когда поинтересуются. Так, ничего не понял. БЗ, есть ли конкретный план по объединению нашего в Европе и выработке единой линии? Хусейн, скажешь? В принципе, по объединению, что вы под этим подразумеваете, я не пойму. Мы, в принципе, все единомышленники, да? Объединены. У нас у всех есть стремление деоккупировать нашу родину. Вот у кого есть это стремление, тот уже объединен, их не надо объединять. А кто не хочет этим заниматься, да, или не признает нашу государственность, или же думает, что он там как-то по другим путям может обойти, или как-то создать параллельное государство, конечно, мы с ними как можем объединиться, это нужно взаимное какое-то желание. Конечно, общие какие-то точки. Готовность пойти на компромисс. Конечно, да. Мы по-любому готовы с любым объединяться, лишь бы было в обратную сторону того желания.
Так, Нохчино, Аслан, как твое передвижение по Европе? Безопасно ли тебе передвигаться, ведь путинопсы везде? Абсолютно безопасно. Мы, в принципе, тут сами ищем, не можем. Да. Правда, есть они здесь, но они М, пытаются шифроваться. Да, да. Это как бы слухи о моей смерти преувеличены, да. Там всесилий каких-то клопообразных, они очень преувеличены. Ничего этого близко нет. Мы занимаемся самоцензурой, сами как бы культивируем этот страх. Они, конечно, способствуют этому, и мы ничего, никакой опасности нет. Я бы даже вот, добавил бы к этому, что такое страх, да. Вот люди, которые, например, прошли 2 войны, да, вот, например, как я, Ибраим был на войне, Альви был на войне, все это многие люди, из вас там очень многие были на войне. Кто был на войне, прекрасно же понимает, ну, что смерть, она везде ходит, но не каждого цепляет. И как ты к ней отнесешься, да, если ты будешь напуганным во время войны, то увеличивается вероятность, что ты будешь убит сразу. Да. Если ты проявляешь мужество, смелость и немножко смекалки, да, то смерть тебя как бы обходит. То есть, такое, так же и в этой жизни. Здесь нам нечего бояться, он есть Всевышний, да, его нам надо бояться, естественно, и то бояться Бога, любить надо Всевышнего и вести себя достаточно, чтобы он был доволен нами. А это как раз то, чтобы мы не боялись кого-то, да, не боялись наших врагов. Нас и наша религия к этому призывает, и мы сами, как чеченцы, как мужественный народ, который, да, прошел такие тяжелые испытания, вообще об этом страхе даже говорить не должны. Да, раньше у нас считалось говорить о страхе как каким-то постыдным вещами, да, это было стыдно говорить. Сейчас мы слишком много придаем этому значения, и нет никакого основания бояться. Мы живем в свободной стране, здесь они являются преступниками. Это, находясь в оккупированной Ичкерии или в России, к тебе могут приехать там 50 вооруженных людей и забрать тебя. А здесь же ты, таких сил у них нет, тут они преступники, и они не правы. Самое главное, правда на нашей стороне. Поэтому бояться вообще не... Единственное, чего мы должны бояться, это наш страх. Вот чего мы должны бояться. Бояться опозориться из-за этого страха, вот это надо бояться действительно. Да. Так, ассаламу алейкум, алейкум салам. Вчера мой сосед, как узнал, что получил позитив, крикнул «Ахмад Сила», говорит. Чеченский. А он его что, в России получил этот позитив? Надо ему возвращаться срочно. Ну, уже, знаете, такое бывает, когда тебе постоянно что-то говорят, уже у тебя на языке это и в голове вертится. Вот они же этим и повторяют Ахмад Сила, вдалбливают. Это нейролингвистическое программирование такое, да, тебе задалбливает это и начинает это говорить. Так, Тойзан задонатил, да, ассаламу алейкум, Нохчи, донат на твое усмотрение, да, алейкум салам. Аз дозал дошу сандоузер, очень у вас. Обратно бош, да? Да. Заочно садаешь. Очно додам, цена посты до единомышленник, что лежи до... Да, пуздую, как же одекли лошадь. Иногда переводить тоже. Да, приезжайте, я говорю, в Вену, в Австрию, здесь очень гостеприимные люди живут. Ичкери Берзлой Гулелля Бо, Джахар Муртазов. Ичкерийские волки собрались. Да, собрались и будем скоро сейчас кушать. Так, Гена Смык, чтобы в Раше не смеялись и будут говорить, что проплаченные стояли 8 июля, надо не просто прийти и сказать, для чего пришли конкретно. 8 июня, это вот сразу после мая месяц, который. Да, мы конкретно, конечно, против лжи и депортации собираемся. Так, ребята, держитесь, Украина поддерживает вас, говорит Александр. Слава Украине. Да, слава Украине.
Так, Сайфулла Чеченский, Аслан, здесь много людей, которые символизируют, симпатизируют, наверное, домашнему режиму. Но многие обмануты пропагандой, да, многие не думают, многие, мало людей думают, да, некоторые делают вид, что думают. Большинство делает вид, Да, большинство делает вид, что думают. Мне вообще вот на эту тему, да, я хочу сравнить соседний Дагестан, где тоже симпатизировали там вот Абдулатипова, там другим, да, и раз Путин взял, поменял Абдулатипова на Васильева. На Василия. И вот сегодня они симпатизируют, наверное, Васильеву, да. Вот мне интересно, после того, как Кадырова снимут или уберут, или, не знаю, там, исчезнет каким-то образом, кому эти люди будут симпатизировать? Надо как вот Ивана назначить, там, не знаю, кого-нибудь Сидорова, Петрова. Просто надо об этом думать. Нельзя кумиров себе создавать. Нельзя, ни Кадыров должен быть кумир, ни я, ни другой, ни Закаев, никто. Мы строим государство, да, мы строим для будущего, для своего народа. Вот это надо в голове держать, а не кумира там какого-то, имени какого-то. Да, и более того, когда ты выбираешь сам какой-то человек тебе симпатичен, как, ну, тебе нравится, как он будет управлять страной, как он будет там честно, справедливо распределять перед среди малоимущих там доходы, там, да, социальные какие-то гарантии будет давать, защищать твою, умрет он в конце концов за эту страну, да, не сбежит куда-нибудь, а с оружием в руках защищает эту страну, умрет. В таком случае этот человек еще, как бы, ну, это твой выбор, да, слушай, это твой друг, которого ты доверил это дело. А когда тебе какой-то Шариков, возомнивший себя царем, да, из собачьего сердца, назначает такого же Шарикова, который не стал царьком, то это, ну, унизительно до безобразия просто для нормального человека. Так, знания требуются всегда. Так, дальше. Так, Ричард Суровский. Аслан, когда собираемся на митинг против российской пропаганды, оповещаю всех и вся, я уже всем говорю и трезвоню об этом заранее. 8 июня, опять же, я сейчас уехал сюда, я не звонил эти 2 дня в полицию, нам не подтвердили время, но 8 июня, может быть, там время может на 14 часов запланировано, но может это будет там 15 часов, может это будет там в 13 часов, как-то может быть подвинуто, если будет занято, хотя мы заранее сообщили, и я думаю, время будет свободно, но так как это Бранденбургские ворота, там постоянно проводятся какие-то акции, все время какие-то митинги, поэтому пока точного времени подтверждения нет, но я заранее все, конечно, время, место я уже сказал, это Бранденбургские ворота. Против пропаганды, не российской пропаганды, да, как ты написал, Ричард, а против вот, немецкой пропаганды, может она с российским душком, и против депортации, незаконной депортации на пытки и смерть, выдачу в Россию чеченцев, ингушей, дагестанцев, всех, кто подвергается преследованию. Там, в принципе, тоже нельзя говорить только что немецкая пропаганда. Здесь австрийская, бельгийская. Да, вся пропаганда против... Изначально, соответственно, российская бьется. Ну да. Ну тоже надо вот это подчеркнуть, что туда может приехать любой человек из любой страны, из Франции, Бельгии, откуда угодно, и поддержать, может, свои плакаты принести, то, что касается его страны лично, потому что это будет как видео сделаем, и раскидаем, потом обращение будет. Да, можно будет выступить, подготовьте, кто желает выступить, у кого что наболело, кого депортируют, у кого-то могут возникнуть какие-то проблемы. Есть, я знаю, есть кое-какие нарушения, есть неточное следование там, букве и духу закона. Поэтому в этом плане каждый из вас может прийти и высказаться, сказать, что вот меня там-то незаконно пытаются сейчас выслать, ну и так далее. Я еще добавлю к этому, да, коротко, просто для тех, кто не знает, вот это участие в демонстрациях, митингах, в акциях протеста тоже является причиной для того, чтобы, для адвоката, для того, чтобы он пересматривал дело, чтобы причины как у политического противостояния. Да, это значит у вас есть какая-то позиция,
Здесь, когда мы подаем прошение о предоставлении убежища, мы должны доказать, да, бремя ответственности, бремя доказывания лежит на нас в этом случае, да, что нас преследуют за наши политические взгляды, ну, религиозные или иные какие-нибудь там взгляды. И если же тут мы на митинге фотографируемся, не обязательно это выкладывать в интернет, это вы можете показать у себя в суде, просто для судьи. Вы показываете свою активную позицию, да, что вы человек не только на словах, там, да, и вообще интересующийся этими делами, проблемами. И это законный демократический метод. И я знаю много случаев, когда вот в суде предоставляются фотографии, где человек выходит на митинг, говорит о своей позиции, что судья очень благосклонно к этому относится, акцентирует, расспрашивает это, и иногда это является одним из вспомогательных факторов для получения позитива. Поэтому все должны как бы активнее включаться на законный демократический способ защиты своих прав, ну и всего нашего народа, не только своих личных. Так, у меня вопрос, Батыр Батырович говорит, у меня вопрос к Хусейну. Когда ты подавал заявление в Гаагский суд о геноциде на чеченцев, были угрозы, препятствия? Это не Хусейн подавал, это Сайдамин Ибрагимов. Да, у нас есть видео с Сайдамином Ибрагимовым на этом канале. Так, номер какой-то длинный здесь, но прежние ичкери возвращаться не хотят, хоть и делают вид, что симпатизируют. Ну что значит прежняя империя? Что значит прежняя? Вот я не пойму. Он Людей, не которые... о нас, наверное, говорит. Не, вообще я имею в виду, не пойму, людей, многие об этом говорят. Да, вот мы видели в Лонгине, в Ичкерии, или после того, да, что русские войска сделали за эти 2 войны с нами, да, с нашим народом, говорить о том, что в то время было плохо, это только маразматик может. Да, совершенно верно. Как можно сравнивать эти вещи вообще? Ну или верить этой пропаганде, Да, просто, которая врет всегда и всюду. Саид из Багдада, Аллах маш доллар вежери. Аллах маш доллар. Так, скажите, что туда могут приехать чеченцы любых взглядов, и не чеченцы тоже. Да, все чеченцы могут туда приехать. И не чеченцы тоже. И не чеченцы тоже, конечно. Атахан Дудаев. Так явно Рамзан Духал Цха Дюч Ваца Шутвам Дабел Бохш. Цахижеш Бунах. Но я понимаю, что он хочет сказать, да, здесь ситуацию мою, мы должны одну вещь понять, если мы свою политическую активность снизим, если вообще перестанем политически быть активными, сопротивляться вот этим безобразиям, которые дома происходят, говорить об этом, да, то для этих властей конфликт исчерпан, у нас нет никаких проблем, мы россияне, как они утверждают, да, если мы не говорим обратно, мы становимся россиянами, и нас тогда надо, естественно, отсылать домой. Если мы хотим жить тут по-человечески, да, нам надо сопротивляться, и сопротивляться придется всю жизнь. Как, права надо отстаивать всю свою жизнь. Это демократия, за нас никто наши права отстаивать не будет. Если мы создадим институты, да, уже в своем государстве, как тут, например, уже эти институты давно устоявшиеся, да, эти институты нас защищают, да, наши права защищают. И уже никому даже в голову не приходит нарушать ваши права. А если кто-то нарушит, они быстро защищаются. Мы же должны здесь, как говорится, свое место под солнцем завоевать, установить. Не сделаем мы это, придется это делать другим. И это ничего сложного в этом нет, это не опасно, это абсолютно нормальный, легитимный способ защиты своих прав. Так, хотел бы услышать мнение новых 2 гостей о сегодняшней ситуации вокруг Ичкерии, по их мнению. Давай, Ибрагим, с тебя начнем. Давай сам начнем. Давай, Али, расскажи тогда, пожалуйста. Для начала я хочу сказать, что я слышал много критики в этих вопросах тоже в адрес Ичкерии. Вот тогда было плохо, были войны, я имею в виду. Проблема в том, что даже если тогда было плохо, это не касается идеи. Идея свободного, независимого чеченского государства – это нормально для любого народа. Никакой народ себя не уважает, если он считает, что он
должен под чьим-то протекторатом жить и не иметь своего государства. Поэтому, когда вы нападаете на Ичкерию, вы не нападаете не на каких-то конкретных людей, которые облажались тогда, плохо поступили или неправильно Совершили или ошибки, политику, совершали ошибки. Вы нападаете на идеи. Поэтому я прошу вот отделять вот этих мух от котлет, вот так отделить. Есть идеи, Да, независимое чеченское государство, работайте на благо этого, вы защищаете себя этим сами, вы не делаете никому не одолжение. Вы себя здесь защищаете, когда вы защищаете Ичкерию и право чеченцев на создание своего государства и на защиту его. Когда вы акцентируетесь на людях, вы работаете на врага, пытаясь дискредитировать вот эту идею. Ее нельзя дискредитировать. Людей можно дискредитировать. Идею нельзя дискредитировать. Да, идея та, которая все конституции всех свободных государств в мире написаны именно на этой идее. Это не чисто чеченская идея, что мы вот такие необычные и хотим как-то чего-то. Та же американская конституция написана на принципах свободы, независимости. И все другие государства также построены, та же немецкая, австрийская. Поэтому это борьба за идею, а не за каких-то конкретных людей. Да. Типа Хусейна или Закаева. Это именно и вы можете сами, не присоединяясь, и как-то все равно. Вообще каждый сам должен задаться вопросом, насколько что он делает для этой Ичкерии, например. Вот живя здесь, в Европе, в Австрии, например, как-то мы сюда перебрались в Европу, да, уже то, что мы оттуда переехали сюда, уже обезопасили мы как-то сюда. И вот молодежь, которую мы здесь воспитываем, да, все, что как бы сейчас в нашей жизни здесь происходит, конечный итог этого. Да. Зачем выезжали, если ты ничего тут не делаешь? Да. Жил бы тогда там, получается. Вот это вот, например, здесь мы, например, создаем семьи, как-то устраиваемся. И потом вот конечный итог, для чего вот эти семьи, вот эти дети наши, да, если в конечном итоге это все должно быть пехотой Путина, да, или там другого какого-то Путина, который на тот период был. Шарикова. Да, Шарикова и так далее. Поэтому каждый должен сам задаваться вопросом, насколько, что он делает. Например, когда дети посещают школу, что они, как они о своем государстве. Потому что, вот, например, здесь в Европе, да, мы же не признанное как бы государство считаемся. Да. Де юра, да? Хотя, с Да. другой стороны, уже то, что мы считаемся здесь беженцами, это признает о том, что у нас Есть проблема. не внутренний конфликт идет, а межгосударственный конфликт. И вот дети, да, когда школу посещают, и много случаев есть, когда у граждан России там говорят. Да. И да, детям, когда, соответственно, родители, которые приехали, спасаясь оттуда, сюда, и здесь как-то, я не знаю, не объясняют своим детям, что мы должны делать, что вообще в будущем должно происходить. И, соответственно, эти дети в школе, там, в институте или в университете, студенты, они соглашаются с тем, что они там россияне, и, соответственно, мы сами, да, Заложниками этого. собственноручно, или как правильно выразиться, да, Да, совершенно. Собственноручно. себе обрубаем будущее. Да, Поэтому каждый должен носить это дело. да, вносить свою Свой лепту, да, свой вклад. Мы, если бы мы были бы согласны с тем положением, которое сегодня было, то для чего весь народ, да, практически там весь народ выходил на митинги, помогал сопротивлению. 25 лет не мог Дудаев там и 1000 человек или даже 10 тысяч человек противостоять. Здесь затрачено огромное количество сил, энергии, средств, человеческих жизней. Да, и после этого уехать сюда и сделать вид, что ну вот я уехал и все на этом закончилось. Так, тогда для чего? Мы же жили и так хорошо. У нас всегда на Северном Кавказе самый красивый город был.
Самый чистый город всегда на Северном Кавказе был. При всем при том, что нас терроризировали постоянно. Мы защищаем свою государственность. И не просто там только ради вот этой идеи, которая с Богом нам дана, да, с самого рождения все народы, все люди на земле должны быть свободны, иметь свое право на государственность, на свой суверенитет. Но не только потому, что у нас есть это право, которое мы имеем, все законные основания высоко поднятой головой отстаивать. Но для того, в том числе для того, и даже может быть не меньше, чем вот это первое наше право, чтобы над нами не повторился геноцид снова, чтобы мы стали субъектом международного права и чтобы с нами считались, да, когда в Грузию вторглись, которая не намного больше нас, также рядом с нами на Кавказе находится. Туда прилетел президент Франции, Америка выразила протест, в Украине случилось, худо-бедно, да, тоже заступились, тоже помогли. И будь у нас такие же права, да, конечно, за нас не приедут натовские солдаты воевать, никто не будет полицейский с Америки не приедет ловить наших карманников, воров. Да. Все мы должны делать, конечно же, сами. Но для этого у нас должны быть какие-то гарантии, что мы есть государство. И чтобы тоже важно вот, преступление, которое уже совершено над нами, чтобы за это преступление люди понесли наказание. Потому что если мы прощаем, войновчи, мы чеченцы знаем, если мы это простим, да, значит это повторится. Это в юриспруденции так. Нет. Да, Еще тысячи людей у нас по сегодняшний день сидят. Конечно, десятки тысяч у нас людей сидят. И это тоже наши люди, которые это пленные. Сейчас за украинских военнопленных моряков, да, гул на весь мир поднят, за крымских татар гул на весь мир поднят. А наши уже сидят 10, 15, 20 лет. Мы абсолютно бесправные. И мы будем такими же бесправными, пока мы будем молчать. Мы просто не можем молчать. И это не значит, что если мы замолчали бы, покорились бы и заткнулись бы, и все бы на этом закончилось. Никогда это не закончится. Пока мы молчим, это так устроено. У русских есть пословица: слабого только ленивый не обидит. Да? Мы не можем этого позволить. Так, Маждада. В любой стране есть лобби, симпатизирующие России, но там есть закон. Если на них надавить, они успокоятся. Никто же не хочет засветиться на деньгах Путина. Россия делает ставки на ультраправых. Да, кстати, знаете, я хотел бы тоже вам задать этот вопрос, как жителям Австрии. У вас тут случился недавно очень интересный такой блокбастер, где самые ярые исламофобы, чеченофобы, националисты, правые фашисты, можно, ну, пока они еще не воинственные, поэтому пока только они националисты, у них вот тут их поймали с поличными за кокаином, алкоголем, там, по-моему, была кокаиновая полосочка. Да. Если бы они были бы националистами, в том-то дело, если бы это изнутри произрастал бы их национализм, то, естественно, это было бы для Австрии польза, если австрийские националисты, если во Франции, то для Франции, ну, Умеренные. Да, ну, в хорошем Не смысле. нацисты, а националисты. Да, хорошие. за свою государственность. Да. За свой народ, который любит. К сожалению, как мы знаем, вот эти... Можете подробно рассказать, что там случилось? Ну, я могу рассказать. Да, там случилось, это не сегодня, случилось в 2012 году, в далеком 2012 году уже, один функционер партии ФПО, австрийской леворадикальной, праворадикальной партии Гуденус, который учился в Москве и, по моим данным, имел на тот период, не знаю, сейчас есть имеет русскую жену, как это принято. И он был у Кадырова в Чечне, он ездил туда. Да, есть фотографии. Есть фотографии, да, с группой, с одним грузином, здесь есть один грузин, Перевели, что ли, вот, который их сопровождал и который, по моим данным, готовил эту встречу. Но в любом случае, Гуденус, когда вернулся обратно, мы, естественно, выразили свое недовольство здесь. Я вот вчера, позавчера выкладывал видео,
где в то время против ОРФ государственное телевидение говорило свое мнение в 2012 году еще. После этого мы проводили, наверное, очень много демонстраций, протестов по этому поводу. Писали письма там разные, да, пытались донести, что Россия является врагом, что Россия для Австрии ничего хорошего не сделает, что это с этими диктаторами ездят здороваться люди, только у кого у самих грязные руки, потому что от диктаторских рук прилипают деньги, иначе туда другой никто не поедет. То есть этот звонок мы давно посылали. И вот сегодня то, что случилось, увидели, это партия Штрахе, ФПО, она пришла фактически к власти на чеченской тематике, афганской и чеченской. Наверное, многие слышали, в Австрии, там, в Вене того ударили, чеченцы, афганцы подрались. Это была подготовка вступления этой партии во власть. Сам Штрахе использовал свою риторику, я вот много раз слушал его на митингах, ну, на этом, его там предвыборной кампании, каждое второе слово чеченец, чеченец. Почему чеченец? Потому что чеченец на сегодняшний день одно из таких самых сильных брендов в мире, да, всем известно. Ни одного человека нету, чтобы кто-то не слышал слово чеченец. И оно работает очень здорово, бьет по ушам, если правильно применить его, да, чеченец бандит, чеченец террорист и так далее. Идет эта пропаганда из России, естественно. Эти люди имеют прямые контакты с русскими, это Штрахе, потому что тоже до этого, да, вот в прошлом, по-моему, году были у нас выборы президента Австрии. И был тоже один функционер из этого, Хофер, из этой партии ФПО. Он проиграл выборы, победил Ван дер Беллен, и на второй день вот эта вся братва, да, уже была в Москве, подписала соглашение с Единой Россией. Представь, кандидат в президенты Австрии на второй день после проигрыша уже сидит в Москве, подписывает соглашение с Единой Россией. Практически Янукович получается. Да, это абсолютно прорусская Кстати, он партия. тоже являлся министром, и сейчас его тоже... Да, его тоже сняли министра, он был министр транспорта. И сколько голов сейчас полетело вот этих буйных? 6 Фактически не то, чтобы голов полетело, это вся партия. Сегодня, Да, вот она наш действительно. один друг был сегодня в 10-м районе Вены на очередной агитации по поводу выборов. Вот 26 воскресенья должны быть выборы в Европарламент. Там я там был, там раньше тоже бывал на этом же месте, да, там было тьма людей, поддерживаешь ФПО. Сегодня вообще вот здесь фотографии Опозорились, короче. практически никого нету, хотя люди те же там стоят на трибуне. То есть это уже, эта партия, можно считать, на небольшой крест стоит. Да, у нас Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Да. Ну, спасибо, здесь надо сказать людям, которые там постарались, потому что... Которые сняли на видео, да, вот эти. Ну да, Интересно, кто есть это сделал. очень но- много хороших людей. да, здесь просто важно понимать, что если мы сами будем, например, ничего не делая, слушать, только слушать и ничего не делать, то эти люди еще больше будут наглеть, еще больше будут нас там полоскать. Это я просто по этому случаю быстро расскажу один момент, да, чтобы люди другие знали в других странах, Да. что с этим явлением можно бороться. Здесь, как вы помните, по-моему, года 2 назад вот в Берлине на машине заехали в толпу, да, там, Да. Австрийская пресса сразу же на второй день пишет, что водителем мог быть чеченец. Это в Австрии. Потом в этой Ницце променад, там есть улица, променад называется, да, бульвар вдоль моря. Туда тоже один заехал на машине, раздавил людей, там, в том числе чеченцев. Австрийская пресса пишет, там, возможно, был водитель чеченец. Да? Потом в Петербурге, вот Путин был в прошлом, по-моему, году в Петербурге, и там метрополитен, ну, метро что-то там взорвалось, метро. Сразу эти говорят, русские еще не говорят, да, что это чеченцы были. А австрийцы говорят, возможно, это были чеченские террористы. То есть уже настолько это достало, да. В Турции Я взял, случай тоже тогда был, да. опять пресса Австрии тоже. Ну, я к чему говорю, немножко к другому, да. Вот я попросил наших тут студентов, да, вот просто дал почитать вот это, вот газеты, смотрите, это пишет, это, ну как такое терпеть можно? И мы написали, написали письмо
жалобу. Есть такая организация пресс-сенат и пресс-сенат. Это те организации, которые контролируют газеты, да, прессу, да, прессу. чтобы не было там перебора. И эта организация пресс-сенат прислала ответ, что да, факты подтверждаются, мы там вырезки, там все эти газеты послали, и что они пошлют это на прессе Сенат. И после этого, очень я должен сказать, меньше начали писать. Пишут, но уже не так, как было. Мгм. Ну, Как пример. то же самое могу сказать, то, что вот сейчас в Германии по поводу чего мы сейчас будем организовывать митинг, то же самое немецкое интернет-издание написало, что, ну там целая статья про чеченцев, и там написано, что в 2017 году был взорван автомобиль турецкого какого-то там наркодилера, и следы, возможно, ведут в чеченскую среду, а возможно, они ведут там к инопланетянам, там, возможно, они ведут там Путину, там. К сожалению, русский мир пришел в Европу тоже. Да. И вот насчет этого во Франции, да, это еще пару лет назад, когда газеты писали здесь, у меня еще есть этот момент, я сфотографировал. Это 9 миллионов евро, например, националистическая вот эта партия во Франции. Они брали в Московском, Чешском банке 9 миллионов. Потом тоже ваша германская националистическая партия. Сумма там не была, но то, что они берут, получают, это тоже было написано. И вот вопрос стоял, австрийцы получают ли? Стоял вопрос, и теперь, как мы видим, Да, круг сомкнулся. Да. Да. Нет, Откуда не ветер, было сомнений. откуда ветер дует? Мы-то знаем это, да, но не было сомнений, что оттуда, но не было доказательной базы, а здесь, как мы знаем, Мы сами презумпция австрийцы не- не очень верят, когда я давал Да, к интервью сожалению. телевидению местному, ОРФ, и когда я сказал, что есть русское лобби, и этот русский мир дает деньги журналистам, чтобы они Писали, да. представляли. Да, мы как ущемленная сторона, нам... Они только как-то Скептически, снисходительно, да. скептически так. Да. Я думаю, сейчас они... Теперь вот, да, Получили и мы свое. именно пользуясь, и это нам, к нашему как раз этому мероприятию очень удачно, да, подвернулось. Мы, конечно, будем и на это ссылаться, и на митинге об этом говорить, что вот в Австрии была практически ликвидирована сеть путинских агентов влияния, Лобби да, мощного, путинского, да, государственном уровне. на самом верху, Да, да, на фактически, самом- да. руководство страны, получается, Это это вообще было. победа. Да. И поэтому, да, вот продолжим. Такая локальная победа. Да, локальная победа, которую мы должны продолжить ее, да, мы должны продолжить. Так, Азбек задонатил, да, Саадоль Азбек, без вопросов задонатил. Так, Аслан, для начала интернет сделай себе, потом пойдешь в поход. Ну, вроде есть интернет, вроде все работает. Твои стримы бальзам на душу, говорит. Маждада, говорит, Фархаду. Да, Фархад, приветствую тебя, ассаламу алейкум, смотрим тебя, болеем за тебя. Ты молодец, Фархад. Так, Аслан Хусейн знаком с Вольганом Бенедеком? Я с ним лично не знаком, но я знаком с его коллегой, сейчас тот Георг Хайнц, профессор Венского университета, который во время войны, русско-чеченской войны, был представителем ОБСЕ от Австрии в Чечне. Вот я с ним знаком, или он знаком с другим, но мы эту тему обсуждали там с ним. Так, Фархад Шоу, Джахар Муртаз, спасибо вам, братья. Фархад, еще раз, мы за тебя. Так, Аслан Салам из Киева, Андрей Васильев говорит, салам, Андрей, Австрия, Хирилшу митинг 8-го, говорит, Атахан Дудаев. Нет, Австрии 8-го не будет, все австрийцы приедут в Берлин. Почему не будет? Мы планируем, у нас смена власти сегодня, мы не знаем, кто будет к кому обращаться, поэтому переходный период. Да. И поэтому мы решили приехать в Берлин, чтобы Там поддержать берлинских немцев. Да.
Со всей силы. Здесь они уже справились со своими вот этими пропагандистами и этими... Копировать. Теперь остается маленькая Австрия, приедет большую Германию выручать. Почищать. Поэтому все 8 выходим и требуем свои права, чтобы нас не депортировали, чтобы нас не отправляли на пытки и смерть, незаконно не отправляли. Чтобы вообще нас не считали гражданами Российской Да, Федерации. это очень Совершенно. важно. Это надо нам первую голову везде говорить, детей учить тому, чтобы дети в школах говорили, что мы не граждане Российской Федерации, что мы граждане Чеченской Республики Ичкерия. В этом только спасение. Да, и только тогда у нас появятся права, и нас не будут выкидывать в Россию. Эдуард Мамедов, я думаю, нам надо подавать в суд на те издательства, которые дискредитируют чеченцев. Да, совершенно. Этим вопросом мы тоже будем, мы это будем обсуждать. Можно не то, что там издательство, можно на отдельно взятого корреспондента. Да. Это больше эффект будет. У издательства выиграть очень сложно. У них там масса адвокатов, одного корреспондента взять, можно и на улице его поговорить с ним, в суд привести. Да. Это легче сделать. А лучше всего, вот, знаете, что лучше всего? Лучше всего находить этих журналистов, да, где-то где-то на каких-то мероприятиях и знакомиться с ними, подойти и сказать, да, может, визитную карточку дать, могу я поговорить с тобой. Может быть, там человеку удастся, я это так делаю, переменить мнение чеченцев, потому что многие журналисты, да, они вообще в жизни никогда в глаза чеченца живого не видели просто. Они тоже питаются этой информацией из российских СМИ или же из своих источников. Поэтому очень важно нам себя показывать. Мы должны во все организации, на все мероприятия ходить и знакомиться с людьми. Это единственное, опять не единственное, но одно из таких нужных вещей. Так, простой народ. Аслан, красавчик, продолжай работать. Митинги очень нужны, очень. Да, нужны, и это без этого нам никак. Асбек, салам Машал, Масарга, Ландес потребовал от меня справку о несудимости из страны происхождения при подаче заявления на гражданство. Посольство Русни, что я опасный преступник, говорит Асбек. Асбека вы все знаете. Да, знаю. Да. Дело не нарушение. Конечно. Сайфулла чеченский. Гена, да даже если и в Африке, так это не мне. Так, Астахарил Шац, митинг. Виктор, все, привет из Казахстана. К чертям русский мир, к чертям режима Назарбаева, шапка Москвы, продукт КГБ СССР, говорит. Интернет тормозит у тебя иногда. Ну, это бывает такое, но это может быть не только у меня, но и у тебя. Так, Дейли Маршал, Хель Маршал, Ваша. Фархад Шоу. Аслан, мы вместе сила, мы граждане своих земля, говорит Фархад Шоу. Да, вместе мы сила, Фархад. Фархад это блогер, ты не знаешь, это турецкий блогер, который топит за Украину, за чеченцев топит. Русскоязычный блогер. Да, русскоязычный блогер, матерится иногда очень сильно, правда. На русский по-другому не понимаю. Да. Он чисто на русском, он, знаете, у него есть такая фишка сейчас, у него последнее море. У него вот здесь он кладет российский флаг, а здесь на другое плечо он кладет, у него кресло такое откидывается, и здесь кладет он георгиевскую ленту. И он говорит, я за русский мир, я там за русских, респект. Деда на палку одел, это есть на 9 мая, когда выходит, деда на палку одел, он говорит, ну, с акцентом он говорит, да, так, и те плывут в улыбке, о, какой хороший, ну, не русский, да, как же он любит русских. Это для русского удивительно, когда кто-то уже любит, они уже до того довели весь мир, что кто-то, если любит, они просто тают. И в этот момент он берет эту георгиевскую ноту и вот так, как будто сморкается. Потом берет вот такие глаза, вот я на лоб удачи смотрит. Это есть Фархад, да, которым я тоже знаком, мы с ним проводили стрим. Подписывайтесь на канал Фархата, Фархат красавчик. Так, Сайфулла чеченский. Я хочу делать паспорта Чери на семью. Не проблема, на сайте Чечен пресс.ком ты можешь сделать
Также можно Ну, сделать. лучше не на сайт Чечен пресс это делать. И в каждом государстве у нас есть представители Чеченской Да. республики Ичкерия. Вам надо просто найти В там Австрии людей. можно ко мне обращаться. Да. хорошо подумал. Это Ну, с в Германии. данный момент небольшая, ну, Там, в на Германии- момент просмотра, да, сейчас Техническая задача. техническая задержка, так? Да, в Германии, Умар, там, ну, в каждом государстве есть представитель. Вот и вы узнаете, кто это, там, Хачагор, к ним обратиться, они вам скажут, кому дальше обратиться. Да, в Берлине у нас Умар, да, Да, как да, сейчас да. Хусейн сказал. Если Причем напишешь, очень хорошо работает. Да, да. можно сказать. Да. напишите, можно узнать в Берлине Хусейн Исмаилов, Умар Исмаил. Умар Исмаилов, да, и его телефон можно узнать, живет в Берлине, представитель, вот, коллега Ибраима, можете обращаться, и он все сделает без проблем. Так, дальше пошли. Аслан, перед предыдущим СМС я имел в виду, Русня придумала, как мешать при получении гражданства. Вот ты о чем. Да, используют все методы, не гнушаться ничем. Это правильно, Асланбек. Кар Горвалд, ассаламу алейкум, ваша и кеп, всегда найдут, или побриться надо, или ты не так сидишь, или кепку сними, или там очки у тебя не такие запотевшие, дворники на них поставят. Ну, вот хорошо, что вы есть, чтобы нам все объяснить, критиковать нас, чтобы мы правильно сели, правильно оделись. Сколько людей, столько и Да. Всем понравится невозможно. Ну, есть только ты не золотой червонец. Чего не всем нравится. Так, поехали дальше. Анна Сидорова. Удачи вам, ребята, во всем. Слава Ичкерии. Спасибо, Анна Сидорова. Спасибо. У Ибрагима есть сайт. Говорит, это не понял. Так, Умахан Андийский. Это не Хусейн у вас в гостях. Очень мудрый, интеллигентный человек станет. Нет, это не Хусейн в гостях, а я у Хусейна в гостях. Точнее, у Ибрагима в гостях, в Австрии, у них я тут в гостях. Сегодняшний стрим идет вещает из Австрии. Да, это Хусейн Исханов, тот самый мудрый, интеллигентный Хусейн. Нельзя флаги бесчестить враг, он в Кремле, короче, непонятно. Так, убедительная просьба, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, говорит Ичкерия Лайф. Так, Лан Инбаркал говорит, где у нас, как? Так. Кавказин, Албания. Ассаламу алейкум. Прокомментируйте, брат, события в Калининграде. Снесли мечеть, оккупанты конченые. Ну, что сказать? Кто хочет ответить на это? Ну, ничем, что происходит в России, сейчас нельзя никого удивить, так что это Да. тривиальная информация. Если Вообще, но вообще-то они наоборот строят мечети, там что-то, видимо, посмотреть, на что там было Да, не вот. так, как. у нас есть еще, я считаю, ну, да, вообще я не в курсе, да, конкретно этого случая. Но у нас есть проблемы намного огромные, да, там, Снос да, мечети в нас Калининграде. людей убивают каждый день. Мы находимся изгнанные со своей родины, да, в количестве там, от 200 до 300 тысяч Да. человек, и нас больше огромные проблемы. Религию из сердца они не вытащат, сколько. Да, чтобы они не сносили. Да, это очень показательно. Они строят, где там они, в Архангельске или где они церковь строили. Люди возмущались, не строить церковь. Они там ее строят, людей там разгоняют. Мечеть где-то, молельный дом какой-то, это не мечеть был, а молельный дом, я не знаю всех подробностей. Их сносят. Ну, Россия, нет ни защиты тебя, ни по религиозному принципу, ни за свои убеждения. Тебя никто не защищает, ты наоборот за это можешь пострадать. И мы Это одна из причин, вот,
есть проблема, что в Европе Россию воспринимает как какое-то место, где есть законы, суд, Да. парламент, какая-то государственная система, с которой можешь сообщаться, общаться, короче, давать какие-то посылы, получать что-то. А на самом деле это просто бандитская малина, которая имеет вот такие внешние атрибуты государства. И вот большая проблема европейцев, что они вот никак вот не могут вот это осознать. Американцы уже осознали, мне кажется. Да. Я в интервью Глобал. говорил раз об этом, что это криминальный режим. Даже Советский Союз, вот с ним можно было общаться, и у них был там Идеология была. идеология. Они никогда не могли себе позволить такое вот открытое, откровенное, что такое нацистское или что-то откровенное имперское. Рабочие Америки, мы с ними, вот типа такого идеология была. Да. А вот этот режим, он намного опаснее. Вот, намного. Вот, американцы сейчас это поняли, а вот до европейцев это не доходит. Это бандитский режим, который может что угодно, и нет никаких ограничений. Он может в любой момент отравить химией, нанести ядерный удар даже. До европейцев это вот мы должны им донести, что из себя представляет Россия в данный момент представляет. Да, мы об этом хорошо знаем. Да, Грузины узнали чуть позже, сейчас украинцы да, очень хорошо узнали. С пятыми мальчиками хорошо разобрались, теперь понимают, что это значит. Да, поэтому мы должны всячески доносить, прояснять и делать союзниками тех людей, которые вчера еще не понимали, что происходит. Сейчас Австрия уже поняла. Да, даже австрийцы уже доходят. Да. Что Просто еще? для того, чтобы вот донести информацию, да, есть способы донесения информации. Самый легкий способ донесения информации – это, например, создать неправительственные организации в каждом государстве, да, проживания, даже в каждом городе, пусть будет это в каждом городе, в стране какой-то, да. Это общественная организация, пусть она из 10 человек будет, инициативных таких, энергичных людей, молодых людей, девушек, разницы нет. Вот они должны создавать это. Не там Закаев должен, не ходить. Снизу надо потихоньку толкать нашу идею и доносить сперва до людей, избирателей, да, которые избирают вот этих людей, ФПО там и прочее, да, чтобы им показывать, вот смотрите, какие наши проблемы, как они о нас говорят, что они врут вам, что они завтра сделают какое-то зло для вас. Вот мы это должны. Потом есть международные организации, типа, примерно ОБСЕ, да, очень хорошая организация, она защищает права человека по всему миру. Туда входят, по-моему, 156, что ли, стран мира. Я точно сейчас не помню цифру, раньше так было. А потом туда может любая организация, например, молодежная организация, студенческая, ну любая, может зарегистрироваться на их сайте, когда у них есть какой-то съезд или что-то такое, или какая-то конференция, и даже имеет право выступить докладчиком, да. И там рассказывают о том, если правительство не может там выступить, то неправительственная организация может то же самое, что будет говорить правительство, уже говорит эта организация чеченцев и ее проблемы. Это тоже нам надо знать и стремиться к этому. ОБСЕ находится... ОБСЕ везде находится, но в Вене находится Главный главный штаб-квартира. Здесь ежегодно 4 раза, по-моему, сессии у меня бывают. Мы там перед этим ОБСЕ делаем митинги. Я сам там был внутри несколько раз. Да, и там очень интересно, что вот фойе, там можно с американскими депутатами, с английским, любым познакомиться. Да. Важно, чтобы ты знал немножко язык. И с удовольствием, когда узнают, что ты чеченец, еще больше хотят разговаривать. Я на себе просто испытал там. Кстати, пользуясь вот той информацией, которую сейчас Хусейн нам предоставил, предлагаю молодежи, которая владеет там английским языком, немецким, да, давайте вместе, кто 1, 2, 3 человека, вместе объединимся. Мне нужен человек, который хорошо владеет языком немецким, английским. Мы можем собраться, прийти, сделать какой-нибудь доклад, как-то обсудить это все. Я вас поддержу, вы меня поддержите. Вместе приедем и заявим о себе, вы себя проявите, да, в этих международных высоких институтах. К тому же это и политическая карьера этого молодого человека. Да, совершенно его верно. будущее, он может научиться там и пойти высоко. Научиться, познакомиться. Да, и протеже найти там кого-то человека, который понравится, тебе поможет продвинуться где-то. Так все делают, кроме нас, конечно. Да, и вот предлагаю молодежи, кто посмотрит, пишите мне, кто готов сюда приехать,
встретиться. Я, конечно, вернусь в Германию, но после этого мы можем вместе сюда приезжать, договариваться, смотреть, там, разрабатывать, доносить нашу позицию. Ну и делать себе, кто хочет, кто пойдет по этой стезе, политическую себе какую-нибудь карьеру, кто хочет этого. Так, Данил Гайтуков. Аслан, вам всем надо чаще собираться в таком формате. Да, обязательно будем, живем в разных странах, но обязательно, когда будем собираться вместе или делать там конференции, видеоконференции, будем обязательно встречаться. Обязательно. Ассаламу алейкум. Скажите, какую форму управления Чеченской Республики вы предлагаете? Говорит Саид Салах. Кому это, нам или там? Ва алейкум салам. Он нам говорит, какую вы У предлагаете? нас Уже есть, да. Вам надо просто открыть Конституцию, почитать нашу Конституцию, и у нас она имеется. Форма Если управления. мы не согласны, кто-то не согласен с формой управления, Если когда нет- мы оккупируем свое государство, он может зарегистрироваться оппозиционную там, партию какую-то, Да. и уже выдвигать все. Выдвигать, подготовить общественное мнение. Да. Абсолютно. И если же получится поменять конституционный строй, конечно, это поменять всю конституцию, но если подавляющее большинство народа выйдет и скажет, что вот мы пойдем за тобой, Саид Салах, конечно же, нам придется только согласиться. Так как мы живем при демократии, а народ... это- Демократия – это правление большинства. Да. 21 Правильно надо понимать это слово демократия. Да, К да. сожалению, да, вот как раз это демократию вот некоторые, ну, в основном это троллит кто, да, а так, как ты их называешь, полезные идиоты, или, вот пытаются демократию противопоставить религии, да? Да, да. То есть не диктатуре, да, а именно религии. И вообще много чего, да, когда наши враги, да, пытаются прогнать свою какую-то идеологию или свои интересы, да, в нашей среде, они вот пытаются посредством религии выбить вот эту почву, да, то есть противопоставлять то, что им неприемлемо религии, и таким образом убивать это дело. Чтобы мы были противостоять на Западу как демократически. Да, чтобы у нас не было никакой почвы, да, для того, чтобы мы могли опереться, попросить поддержки и там на что-то К ссылаться. сожалению, наши... Это работает, да. Да, это функционирует. Ну, Боремся. будем бороться. Так, это Марк из Израиля говорит: уважаемый Хусейн, спасибо вам за вашу работу, за то, что вы сделали, и несмотря ни на что не отступили от своего пути. Вы пример для всех людей доброй воли. Спасибо, Марк. Я тоже слежу и за вашей страной, и за вашими проблемами. Всячески пытаюсь их поддерживать. Я понимаю, что построить государство и сохранить его очень тяжело, особенно в нынешних ситуациях, когда вот по отношению к Израилю, именно к Израилю, вот недавно я слушал Проханова, писателя, идиота из России, старого, он там говорит, как он был в Палестине, как он там по пещерам ходил, как эти ракеты, как там называют? Касам. Касам. Сам эти ракеты смотрел за запусками ракет. Проханов, да, и он открыто поддерживает палестинцев против Израиля. То есть вот этот конфликт, который искусственно создан, вместо того, чтобы мирно сосуществовать, да, как-то жить по-соседски, раз уже все это случилось, посмотреть, как построить взаимоотношения, вместо этого Россия постоянно наускивает на Израиль там людей. А потом нам говорят: вот смотрите, Израиль мусульман там убивает, и тогда нас тоже. Да, вовлекают в это. Вовлекают. Мы эти вещи понимаем, и просто люди тоже должны понимать, что политика слишком не грязная вещь, это общая фраза, но в данном случае российская политика самая грязная. Грязнее не бывает. Так, Гена Смык. Аслан, нельзя, когда выступаешь против путинизма, цеплять русских порядочных. Я украинец, жена русская. Не цепляем порядочных Нет, русских, поверьте. Абсолютно. Наоборот, мы поддерживаем. Да, было бы их больше, было бы Еще лучше. для знакомства. Да. Когда мы говорим русский, мы не можем не говорить русские, потому что армия была русская, которая в Чечне воевала. Да? Русские офицеры, они себя офицеры. называли.
там всякие русские законы, они так все это называли. Поэтому все люди, которые нормальные люди, должны нас понимать тоже. Мы все единомышленники, хорошие русские, это наши хорошие друзья. И я с удовольствием, например, и беседую с такими людьми, там, дружу, и никакой в этом проблемы не вижу. Чеченцы, да, вот, я просто хочу подчеркнуть, что чеченцы очень сильно разбираются в политике, разбираются в людях. Они не берут скопом всю нацию, да, и говорят, вот все русские свиньи, да. Они обычно апеллируют к власти, российская власть, говорят, русский народ, я все время, я тоже говорю, многие я слышал, говорят, что русские в подавленном состоянии, русские, если освободятся, чеченцы будут свободны. Да, мы всегда об это этом говорим. говорим. Поэтому здесь обижаться не надо, здесь по-другому мы никак не скажешь о России. Так, может, да. Я знаю одно. Если бы не США, Россия давно устроила бы ад на земле. Слава США. Героям слава. Правильно, Маждат? Полностью с тобой солидарен. Маждат духи говорит, Big Boss. Да? Маждат Хаул как раз посланник там, яйцы. Так, салам алейкум, братья с Хасавюрта. Надеюсь, скоро вы все приедете на свою землю, и мы, иншаллах, поможем вам отстоять вашу землю. Сайфуллах Ашас говорит. Ва алейкум салам. Да, иншаллах, дай Бог. И просто здесь вашу нельзя тоже говорить. Когда мы кавказцы, да, мы должны все говорить, это наш Кавказ, наш. Русским там нечего делать, русской армии нечего делать. Между собой мы разберемся. У нас никогда, вот в истории, если посмотрите, среди кавказского народа за всю историю никогда не было войн. Это исторический факт. Не правительство, а преступное ОПГ. Да. Ну, с твоим ником Геббельс Иванов трудно в это поверить. Может, это пропаганда. Так, Эдуард Мамедов, салам всем. Я думаю, сейчас очень хорошее время подать в суд на все издания, которые дискредитировали чеченский народ. Полностью согласен, Эдуард. Видите, проблема в чем? Вот когда мы желание, да, есть такой тост был в одном фильме, да, наши желания с нашими возможностями. Вы должны тоже понимать, да, если, например, Аслан будет подавать в суд, что судебные издержки кто-то должен взять на себя. Адвокат должен быть какой-то, да, которого там задействуют, переводчики, там документы, там целое море. Необходимости нужно будет провести митинг, да? Здесь я вообще Всяческая поддержка. предлагаю, и Аслану предлагал, ну, не знаю, может рано или не рано, но уже нам надо каким-то образом, вот как нас больше будет, немножко больше, ну, такая жестко, да, больше жестко сторонников, которые всей душой и телом готовы защищать свою родину. Мы должны открыть счет, да, ежемесячно туда, именно на это дело, именно на антидискредитацию скидывают хотя бы по 10 На юридические по услуги. 5 евро, Да. там разницы нет, но это чтобы стабильно было ежемесячно. Потом, как это мы сделаем, я не знаю, как дозреет этот вопрос, да, и как вы дозреете, мы потом обсудим, и я думаю, без этого нам никак не обойтись, потому что финансовой поддержки ни правительство Чеченской Республики, Ичкерия во главе с Закаевым не имеет, ни тем более Аслан не имеет. Мы все, я в том числе, такой же беженец, как и все вы, поэтому наши ресурсы, вы сами знаете, каждый по себе в карман посмотрит. Может посчитать и мои деньги. Да. Все добровольцы и энтузиасты. Да, вот это да. Если друг другу мы не будем помогать в этом деле, то успеха, конечно, не будет. Так, Аду Даулетюк. Ассаламу алейкум. Хагуль эль берзвай бо. Ва алейкум салам. Die hat sie hat Да. die Aisha Kumar Ladar. Да, шо берзвай мою хагуль эля. Шо халх хил эмлой бушу хиц власти абох. Ну, это понятно, да. Халат Эмлой Бога, Хоканадильцы говорят, Эмлой Бога тоже такое, знаешь, такое расплывчатое обозначение. Вот во время войны, да, вот я был на обеих войнах, посчастливилось каким-то образом живым оттуда выйти, но в любом случае я видел очень много людей, которые приходили на войну, очень много. Видел людей, например, в начале 1994 года, когда война началась в городе Грозном, и мы были в президентском дворце,
Вот меня Масхадов послал на минутку, чтобы я привел подкрепление, потому что там внизу эта катастрофа была, некому было воевать. Я пришел на минутку, собрал 250 человек, вооруженных до зубов. И вот был Мавлен Саламов, секретарь Джахара Дудаева. Как раз он тоже шел в президентский дворец. Я ему поручил этого людей, 250 человек, и он через Беликовский мост должен был там возле цирка, вот этого, и там можно было проходить, и привести президентский дворец в распоряжение главного штаба. Что из этого получилось? Мавлен дошел, и все. Остальные один-два. Да. Поэтому здесь во время войны не все были героями, кто носил оружие, мы тоже должны понимать это. И не все были искренни в своих намерениях. Иначе бы, да, человек как может поменять сторону, поменять окоп, да? Да, Это предательство. Здесь надо четко понимать, что эти люди предатели, да, нельзя с нами их сравнивать или там с другими, кто воевал. Они никак не наши. Вот этот Хамбиев, который сидит, да, это чисто хамелеон, например. И таких Хамбиев там много. И поэтому я не хотел бы, чтобы морали этими людьми, тех, кто погиб, там, выжил и так далее, воевал, честно. Не, под одну гребенку, Да, все нельзя это хорошие, делать, плохие. да. Так, тракторист, ассаламу алейкум всем, Сюрди Кёль, Сюрди Культ. Как насчет того, что брать интервью у политиков Европы, например, у Ги Верховштадт, который против Путина? Ты мне сегодня писал комментарий, я тебе уже сказал, с удовольствием возьмем интервью. Координаты нужны и, наверное, твоя помощь будет нужна, как человек, который говорит на английском. Да. Будешь помогать? Возьмем обязательно. У нас связь есть, мы там пишем, ты можешь мне на e-mail написать. Обязательно всех их надо брать, всех, кто... Это наша задача донести нашу позицию, нас не слышат. Да? Вот мы можем вот в Ютубе говорить сейчас, слава богу, есть такая возможность. Все это время было телевидение, радио, газеты, которые принадлежали оккупантам и марионеткам. И у нас, в принципе, в этом плане было трудно. Сейчас мы прорываем блокаду. Еще вот к этому, тому, что ты говоришь, просто мы здесь вот на данный момент мы говорим все по-русски, да, иногда на чеченском языке. Это мы говорим для русскоязычной аудитории. Но в странах, в которых мы живем, да, например, в Германии, может быть, чуть-чуть побольше, но в Австрии, например, нет русскоязычных такой большой аудитории. Есть, конечно, но они не активны. Здесь нужны молодые люди, девчата, делать такие же передачи, вот такого рода, да, и говорить на немецком языке, где-то там на английском, на французском. Мы вот это должны делать. И не только мы должны сидеть здесь, да, на русском языке говорить. Таких, как мы, как Аслан, должно быть много нас. Да. И на разных языках мы должны вещать. И только тогда мы донесем, а не только по-русски говорим. И мы поддержим вас. Любой, кто начнет на английском, на французском, на немецком, на любых языках, то мы вас будем раскручивать, будем везде о вас говорить, писать. Это займет полгода, год, и вы станете известным человеком. Это для молодого человека начать свою карьеру. Мы будем советовать, как надо где-то там, да, у кого есть побольше опыт, да, в чем-то как-то делать. Поэтому давайте молодежь, которую мы не владеем на таком уровне, чтобы можно было вот изъясняться, и чтобы, например, не смеялись надо мной, например, над моим немецким. А есть ребята, которые учатся в университетах, учатся в школах. Ничего не бойтесь, это обычно законная правовая деятельность, за которую ничего вам не будет, ничего. Единственное, на время, пока наша страна оккупирована, вы не сможете поехать в Чечню. Может быть, потому если вы будете что-то говорить плохо про оккупационный режим. Про него, если не говорить плохо, то половинчатая правда, она никому не... Половинчатую правду говорят НТВ, РЕН-ТВ, они тоже говорят какую-то правду. Просто они ее не говорят всю. Вся соль в том, чтобы говорить всю правду. Настоящую, горькую, как есть правду. Поэтому... Ты это говоришь, ничего не будет. Я хотел тоже ремарочку вставить, да, нашу, ничего не будет. Действительно, ничего не будет, да, просто стыдно вам не будет, когда через 5-6 лет ситуация поменяется, а все мы, которые здесь находимся в Европе, ничего не делали до сих пор, вот будет стыдно, да, что мы ничего не делали, а кто что-то делает, вот тому не будет стыдно ни перед своими детьми, ни перед своим потомкам.
Мы должны понимать, это ночи матая, да, вари дэш дичмады, да, 10 вари да, вози, притози, вош, дичтуй. Само це качество, це вари да, годину витя, просто хиле, це турпал, хиле, дичма, да, це? Да. А вай дуй, турпал, и вай да, вари дэш, двоима дуешь, Да, да. каждый, посмотрите на себя, вот как он, как вари, да, оставит для своих потомков память, какую память оставит, это очень важно, на мой взгляд. Так, assalamu alaikum, nog tjidade geit. Zijn gieter eli als meeting kuerta bergen krukti hal ölin erguni kent surt idolus doch plakat. Da dies el gietsun sam kiert dat sigwa. Ночи дат, во-первых, кирт дат алва и сейчас Бога, и хотя кирт хир дат Бога, да, потому что тебя депортируют, тебе откажут, это сейчас сплошь и рядом. И так, да, шола дега и плакатеться уж там, квартош дари, набони, это нам не надо, мы это можем словами сказать и донести. Плюс еще есть сомнение, что вот именно вот эта фотография, не совсем она сделана в Чечне, там, разные там есть, поэтому мы не можем до конца доказать, поэтому, чтобы не выглядеть глупо, мы должны это. То, что у тебя нет документов, это ни о чем не говорит. Ты, если ты живешь, например, в Германии, ты можешь сесть, и если ты будешь ехать на этот митинг, тебя остановят, то тебя оштрафуют там на 20 евро, по-моему, или там 15 евро этот штраф, или может быть чуть больше. Но и когда ты будешь ехать обратно, ты сделаешь фотографии, которые там на митинге, да, их выкладывать в сеть не надо, для суда ты можешь это показать, и когда ты придешь на суд, ты можешь показать, что вот мы боремся, нас столько-то человек пришло, мы там 1000 человек, будет хорошо, если мы соберемся. И эти 1000 человек придет, ты покажешь фотографии, сколько людей обеспокоены этой проблемой. Это очень важно. И ты на суде, если покажешь эту фотографию, вот я абсолютно убежден, что ты получишь позитив. Ты получишь другие. Ну, если вы правильно предоставили еще доказательства того, что вас преследуют. А нас практически всех преследуют, да, кто имеет какие-то там свои убеждения и взгляды. Поэтому Савакир дацеца Олш, у меня нет документов приехать в Олш, обязательно все должны приехать. Так, инженер-конструктор, Аслан, хотел бы, чтобы вы дали напутствие молодежи, которые не понимают, что религиозный фанатизм приносит вред. Я думаю, лучше меня Хусейн даст на напутствие молодежи. Здесь просто последний опыт показывает, насколько это пагубно, да, это опыт сирийского вмешательства во сирийский конфликт. Во-первых, я здесь знаю сирийцев, да, из этого революционного комитета Сирии, которые хотели свергнуть Асада, да. Они говорят, вот вы нам не нужны, потому что вы там портите нам имидж, да, чеченцев. Чеченцы, как нация, которая очень хорошо знает, легко переделать в террористов, да, пропаганда это делает, легко сделала. И вы знаете, я был всегда против того, чтобы в Сирию ходили воевать эти наши пацаны. Я здесь в Австрии очень много на эту тему разговаривал с разными, и молодежью, и с мулами некоторыми, и с разными людьми, да, взрослыми, со всякими, пытаясь доказать, что это огромное зло для этих людей. Думайте о завтрашнем дне. Вот и завтрашний день сегодня наступил, да. Сегодня, вы же знаете, все, кто был в Сирии, все, У него большие проблемы. просто даже он туда поехал, не радикальный, он может просто спортсменом был или кем-то был, в любом случае этот человек подвергается гонению. Сегодня даже в Германии, я знаю случаи, когда немка, которая была замужем за каким-то чеченским парнем и поехала с ним в Сирию, немка, которая родилась тогда, ее не пускает это государство назад. В свою страну. Поэтому нам надо, да, ногчи, нам надо учиться, нам надо дерзать, нам надо осваивать науки. Вот наша газва, настоящая газва, в учебе, чтобы мы были грамотными и умными людьми, которые могли влиять на эти во всем мире, на какие-то процессы, да, не нами, чтобы регулировали, мы должны тоже как-то участвовать в этом деле. Так, Эдуард Мамедов, Аслан и уважаемый Хусейн, большое вам спасибо за эти слова об Израиле. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Так, Маждада, Ибраим Дикусо, держитесь, за вами правда, говорит Маждада тебе.
Так. Далее. Так, Эдуард Мамедов, надо собрать деньги, я готов тоже вложить и призываю всех, что это очень важно. Ну, это имеется в виду о защите через судебные институты нашего доброго имени. Так, Олег Станкевич, нужно понимать, что усилия, которые приложат чеченцы для достижения свободы, русские приложат для того, чтобы остаться в рабстве самим и погрузить в его других. Это код. Да, Олег, вы абсолютно правы. Извините, только пришел с работы, говорит Сергей Несин. Представьте гостей, пожалуйста. Вы перемотайте с самого начала. Мы как раз в самом начале и очень много интересного сказали. И заодно... Да, приветствуем вас, Олег. Это Сергей уже. Да, и Сергей, может перемотать, заодно много чего познавательного узнаете. Гена Смык, Аслан, я верующий, я знаю, где Антихрист сидит. Да, я тоже знаю. Я даже на работу часто ездил перед его красными стенами, да. Так, Лидия Лорсон, назовите хоть одного войнаха, кому вы помогли, только без обид. Без обид, поэтому не будет, это не скромно, Лидия. Открыть счет, отличная идея, говорит леди 1974. Так, Эдуард Мамедов, Аслан, не стесняйся, объявляю, что нужно собрать деньги на адвоката по поводу дискредитации. Я не стесняюсь, объявили, соберем на митинге, Надо скажем. просто постоянный счет должен быть. Это не должна быть разовая акция, да? Потому что вот эта дискредитация чеченцев происходит не только в Германии, это происходит по всему миру, да, везде, в Австрии, там, во Франции, как я говорил. Мы должны создать, помимо того, что счет, создать какой-то комитет небольшой, да, который будет очень болезненно реагировать на такие вещи, да, находить какие-то возможности, обращаться в суды во Франции, там, в Германии, в Австрии, разницы нет, в любом месте, где дискредитируют наш народ. Это должны постоянно какое-то люди, там, грамотные, хорошие, обученные люди, адвокаты, там, юристы, кто-то, кто будет заниматься этим делом. Но мы, я думаю, найдем, вот сейчас мы, судя по тому, сколько вас на той стороне, вижу, среди вас не может быть. Много бывает просмотр, сейчас Да, еще. безграмотных людей не может быть. Там очень многие люди имеют дипломы, имеют возможности, но еще не попали в эту в колею, не попали, поэтому они не могут как-то какой-то группировкой определиться. Да. Надо себе, во-первых, выбрать путь, да, путь к свободе, единственный путь правильный, это путь к свободе, вот, к чему мы стремимся. Страх – это не выход из ситуации. Да, страх это можно понять, да, что каждый хочет обезопаситься, это понятно. Но все равно надо осознавать, что страх – это не выход из ситуации. Мы должны сами изменить ситуацию. Вообще, я даже предлагаю, если кто, например, не живет в Российской Федерации или где доступна Россия, люди, которые имеют позитив вот из тех, кто здесь живет, да, где-то в европейское государство, нам надо потихонечку снимать маски, да, свои имена, Конечно. озвучивать, потому что чем нас, вот представьте, чем нас больше будет, да, тем меньше для нас угрозы. Чем меньше людей, тем легко их достать и как бы, с ними как бы расправиться. А чем нас тысячами будет, кто нам что сделает? Ничего не сделает. Поэтому бояться не надо, здесь шифроваться не надо. Мы ни у кого ничего не украли. Мы воевали, кто воевал, да, защищал Родину, и надо этим просто гордиться, да, что я защищал. В любой стране Родину. это герой. Герои, да. Мы тоже такие же все герои, мы не должны ничего бояться, никого, тем более не стесняться, там, не прятаться ни от кого. Пусть они от нас прячутся, да, все эти военные преступники, все эти бандиты, там, все, кто опорочил наш народ и пытается это делать, они от нас должны шарахаться и прятаться. Да, так было и так будет. Да, Да, и... Алды, ассалам алейкум кентиге, задонатил, да, саду, Алды, салам души кенти. Так, Маша ведет дубов. Ну, так, борцы за свободу, алейкум салам, так.
Салам Машал, Дума Серга, Машал, Хаид. Так, в принципе, мы уже говорим 1,5 часа. Я думаю, что можно уже заканчивать. Я просто хотел бы еще показать Представить одну, книгу. да, книгу Хасана Бакаева. Она, Давай. я думаю, сейчас она очень редкая книга. Вот книга. Ну, в интернете. Автор Хасан Бакаев. Да, я не знаю, есть ли интернет-версия, но можно посмотреть. Называется «Вечная война. Чеченцы глазами друзей и врагов». В этой книге цитаты великих людей, цитаты великих, не знаю, там, Цитаты врагов. великих врагов, разных врагов, чеченцев. Вся вот эта книга написана, кто одно слово сказал о чеченцах, там собрано Да. книгу, и она издана. Это должна была бы быть настольная книга любого чеченца, да, любого. Она Вообще. должна была бы переведена на все языки. А дело еще вот в чем. Я, например, смотрел в Википедии, да, на немецком языке. Для детей нужно было делать в школе реферат. Ну, дети открыли Википедию, ноль, пустота, нету на немецком языке никакой информации. Ни в Германии, ни здесь в Австрии, в Википедии нету на немецком языке. Это говорит о том, что умышленно, да, где побольше диаспоры, умышленно затирают на этом языке информацию, чтобы наши дети об этом ничего не знали. Вместо этого везде в Википедию, любой можете посмотреть, заложено все на русском языке, там про Кадырова, это хорошая информация убирается оттуда и закладывается новая. Наша же задача, да, вот наша всех нормальных людей задача, вот такого рода издания, книги, какие-то, может быть, другие, переводить, если есть у кого такая способность к переводам, да, не каждый может переводить, да, потому что там литературное, все такое, языковое, Да. да. Если есть такие люди, то надо тоже помогать им, может быть, как-то оплатить, не знаю, там, может, добровольцы найдутся, чтобы мы издавали и литературу здесь, да. Ну, я не знаю, газеты сегодня не так модные, потому что газету заменил интернет, мы можем в интернете все найти. Но вот книги для библиотек, например, здесь где-то положить туда в библиотеки вот такого рода книги, чтобы люди, которые ищут информацию о чеченцах, могли пойти в библиотеку и найти там вот такого рода книги. Я, кстати, собираюсь 2-3 книги вот такие отнести в Венскую государственную библиотеку и подарить этой библиотеке. Да, Что было пусть бы хорошо. будет у них там тоже. Еще бы, если бы они были на немецком, как-то, Да, на немецком. это вообще Было было бы бы здорово, бесценно. Так, ну, в принципе, мы должны... тут один очень хороший такой вопрос, Свободный Кавказ задает. Аслан, третий вопрос, я первых 2 не видел, попаду в кадр. На вопрос ответь. Жириновский сказал, что нам, кто живет в Чечне, нам не опасно. Кто живет в Чечне, нам не опасно. Кто живет за границей, они опасны. Когда они станут судьями, прокурорами, и мы ледоками, вот кто опасен. Медиками, наверное, тот, кто опасен. Да, совершенно верно. Я раньше приводил пример. У нас был такой человек, как Абдурахман Абтурханов. Да? Конечно, если ничего не делать, мы не опасны. Да? Но если как быть хотя бы чуть-чуть там приближенно к тому, что делал Абдурахман Абтурханов, этот человек практически был одним из тех, кто довел совок до развала. Это человек, который дал своему всему народу вернуться из ссылки, из геноцида. Да? Мы должны были там раствориться, оставшиеся, и стать никем. И мы, наши отцы рассказывают, что мы практически уже и становились там, пить водку, ругаться матом, это было уже в порядке вещей, да? Многих в то время. Идентичность терялась. И потерялась бы дальше, если это прошло 2-3 поколения. Да? То есть мы вернулись через 13 лет, а если бы это прошло через 50 лет? Да. Через 100. Или через 100, да? Мы все, растворились бы. Ну, может, кто-то бы сохранился бы. Поэтому, так что мы должны получать знания, трудиться и работать. Еще вот тоже знание насчет от того, что человек имеет знания, от того, что он становится там, академиком или профессором, Недостаточно. да, абсолютно это недостаточно. Человек должен быть первым, Даже политиком. да, даже политиком, должен быть патриотом Своей своего страны. народа, своей страны. Вот тогда из него получится полезный для своего народа человек. И надо понимать, что опять политики, эти врачи, там все эти люди, профессора,
они из детей получаются. Если мы в детей не вложим, да, в Да. детство, с детского садика, дома, там какие-то создавать какие-то группы языковые, не знаю, там куда-то повезти летом куда-нибудь, вывести детей, кучу собрать их, и где-то им не говорить о том, что вот у нас было государство, вот этот флаг наш, вот такое будущее нас ожидало, ну, Было, вот есть. война, да, нас как бы разбросала. Если мы не будем эти вещи говорить, то эти дети вырастут в Австрии австрийцами, Да. в Германии немцами и так далее. То есть они не будут уже, будут этническими чеченцами, но не опасными для Жириновского. Да. Дикхерду. Тогда вот на этой ноте, на наставлении от Хусейна Исханова закончим тогда этот эфир. Всем ассаламу алейкум, всего самого хорошего. В понедельник вечером, где-то в 18:30 на месяц Рамадан выйдем в эфир. Все, до свидания, ассаламу алейкум. Марна школа. Да, а то запоздало идет, нет, я не отключил. 2-3 секунды запоздало идет, поэтому. Марна школа дует стыдош. Марда страна. Да, Хинц Шаймар даст.